Добрый день, это программа «Интервью дня» студии Мадр Сандан. В чем смысл жизни? Уверен, что на этот непростой вопрос многие из нас ответят, не раздумывая. Смысл жизни в детях. Так почему они порой уходят от нас? Обиженные, непонятые, одинокие. Что нужно знать, чтобы не допустить семейных трагедий? Об этом мы сегодня поговорим с гостями студии. Это Ольга Валерьевна Росова, уполномоченный по правам человека Республики Тыва. Добрый день. Ирина Петровна Шевченко, старший помощник прокурора Республики Тыва, старший советник юстиции. Здравствуйте. Здравствуйте. Сайзана Олеговна Хамушку, заведующая Центром психического здоровья детей и подростков, врач-психиатр высшей категории. Добрый день. И первый вопрос к вам, Ольга Валерьевна. Какова сейчас ситуация в республике с суицидами детей или, как говорят специалисты, самоповреждения? Вы знаете, уважаемые телезрители, я бы хотела сказать прежде всего о том, что мы абсолютно не случайно вот сегодня в этой студии и именно в таком составе. К сожалению, если мы говорим о печальных цифрах вот суицидов, самоповреждений, то буквально весной и летом текущего года цифры выросли в разы. То есть вообще в целом мы должны понимать, что мы живем в республике, где достаточно высокий антисуицидальный риск несовершеннолетних. И если брать в абсолютных цифрах, то, вот, допустим, статистика последних 9 лет говорит о том, что в 2016 году нам удалось выправить ситуацию. И ситуация пошла более-менее стабильно. И минимальные показатели самоповреждений у нас были буквально в 2020 году. Но в этом мире все относительно, и поэтому, если взять, допустим, данные Сибирского федерального округа за 2020 год, то из 10 субъектов мы занимаем второе место. Второе место по количеству самоповреждений детей и подростков. В Российской Федерации мы занимаем 10-е место. Поэтому это такой, знаете, серьезный повод, входим в десятку. Поэтому такой достаточно серьезный повод обсудить, потому что мы же все прекрасно понимаем и знаем, что суицид, каждый суицид можно предотвратить. Что вот по данным Института психиатрии сербского только 1% является импульсивным. Все остальные это, если внимательно наблюдать за ребенком, знать, как вообще он себя ведет, что изменилось в его поведении, то, соответственно, можно просто вовремя оказать ему необходимую помощь и спасти жизнь ребенка. Я думаю, что сегодня мы здесь как раз для того, чтобы еще раз вспомнить вот эти признаки, да, которые говорят о том, что с вашим ребенком что-то не в порядке, что что-то неблагополучно, и для того, чтобы обсудить, а что нужно сделать в такой ситуации родителям, куда им обратиться. Спасибо. Сайзана Олеговна, что такое именно стресс именно для ребенка? Как не допустить такой ситуации? Стресс, это мы называем, это психологическая реакция на событие, а не на само событие. Например, это стресс на экзамене, да? Не то, что сам экзамен идет, а именно реакция маленького ребенка на этот экзамен. Вот. А стрессоустойчивость на фоне, вот как мы можем формировать стрессоустойчивость у ребенка. Родители прежде всего должны правильно говорить, как справляться со стрессом. Говорить ему, что ты все можешь. Например, даже вот самые даже хорошо учащиеся дети могут не справиться на экзамене, например, на ЕГЭ, на ОГЭ, да? Да, на плохую оценку они сдали, на тройку. Это не значит то, что вот стресс какой-то произошел, что конец света на этом не произойдет. Тройка и ладно, но ты все равно поступишь в СУС или в какой-нибудь вуз. А можем мы говорить о том, что, допустим, вот я считаю, что все-таки вот когда мысли о самоповреждениях, это не обязательно психические или нервные расстройства. Это, как вы правильно сказали, это нормальная человеческая реакция, просто она такая несколько, повышенная, да? Да. То есть вот все-таки, мне кажется, нашим родителям нужно объяснить, что это не психиатрия, то есть это далеко не всегда психиатрия. Это просто вот эмоциональное состояние, да, с которым может справиться каждый человек, если будет знать, что делать. Да, только родителям и учителям правильно нужно объяснять, как справиться с этой ситуацией. Спасибо. Общение с ребенком, вот, например, перед экзаменами. Видно, что идут тревожные сигналы, тревожные звоночки. Ребенок разговорчивый, вдруг стал молчаливым или наоборот. Да. Как вести себя родителям в конкретном случае вот это? Надо ребенка поддержать, сказать, что ты все сможешь, все это пройдет. Вот сейчас ты переживаешь, и потом все успокоится, все это пройдет. Что это вот просто сиюминутное переживание.
Но мне кажется, самое главное, знаете, еще объяснить ребенку, что в принципе от результата сдачи экзаменов, да, вот только может быть сегодня что-то изменится, но и в ближайшем будущем. А на самом деле все можно изменить в лучшую сторону, да, больше подготовиться, уверенность накачать как-то в себе за это время. То есть в этом мире все обратимо, кроме самоповреждения. То есть все остальное можно вот приложить усилия и изменить. Все проблемы можно решить вот конструктивным путем. Елена Петровна, скажите, пожалуйста, вот каковы причины самоповреждений? Что показывает анализ? Да, действительно, мы проводим анализ по каждому факту самоповреждения, жестокого обращения с несовершеннолетним ребенком. Причинами таких ситуаций являются не только проблемы, да, в учебе, то есть на этом не надо заострять внимание. Также очень часто проблемы, по крайней мере, по анализу, да, произошедших там на сегодняшний день практически 6 месяцев, это в том числе и непонимание, какие-то конфликты в семье, да, это неразделенная любовь у подростков, это отсутствие доверия, взаимопонимания между значимыми для ребенка близкими людьми, это в том числе там подруга, друг, да, как и для девочек, так и для мальчиков это характерно. То есть это вот такие основные моменты, да, основные причины, которые мы видим по итогам вот прошедшего периода. То есть это не только, вот еще хочу обратить внимание, это не только проблемы в учебе. То есть перед совершением каких-либо действий у ребенка поведение меняется. И об этом по материалам проверок мы видим, об этом и замечают в том числе и родители, там, законные представители, близкие люди. Все равно, когда начинают анализировать поведение ребенка, понимают, что ну, что-то уже в поведении было не так. А скажите, пожалуйста, не знаю, кто ответит более подробно на этот вопрос. Ведется ли контроль над деятельностью агрессивных мессенджеров в интернете, которые призывают детей прямым текстом к самоповреждению? Да, конечно. Но, во-первых, я бы хотела сказать, что у нас, знаете, с 2012 года действует межведомственная рабочая группа по расследованию причин и суицидов и парасуицидов несовершеннолетних, которую возглавляет действующий уполномоченный по правам ребенка. То есть вот в настоящий момент возглавляю я, и мы действительно расследуем, но это мы говорим о тех суицидах, парасуицидах в большинстве, которые происходят на территории республики. То есть мы досконально выявляем, что произошло. Если можем найти причину, то, соответственно, находим причину. Проверяем уровень состояния профилактики. Кроме того, у нас есть Роскомнадзор, который, соответственно, мы же понимаем, что негативных, деструктивных контентов очень много в интернете. И вы знаете, буквально вчера я услышала новость, что по данным, соответственно, Лиги независимого интернета 2021 года, TikTok, вот это наша замечательная, в кавычках, да, и, то есть, получается, сеть, система, она сегодня признана лидером по количеству суицидального контента для несовершеннолетних. И мы должны очень четко понимать, как сегодня работают цифровые системы. Они же не только, вот понимаете, вычисляют ребенка, который, допустим, они с большой долей вероятностью могут вычислить даже психологическое состояние ребенка по тем вопросам, которые он задает. Понимаете? То есть он там пишет, вот, допустим, какие-то вещи, ну, мне плохо, мне тяжело, да, что как-то обратиться. Он может вообще в личных письмах написать эти вещи, да, которые адресованы каким-то вообще конкретным людям. Но поскольку вот эти все площадки, они же, в принципе, мы же не знаем, кто их контролирует, да, и каким образом вообще считывается информация, то эта информация уходит, и, соответственно, вот эти наши цифровые площадки, да, они начинают предлагать вот этот деструктивный контент. И вот, допустим, в 2021 году, вчера было озвучено, 600 площадок было удалено с антисуицидальным контентом для детей. 600. То есть это вот в таком огромном количестве родители должны понимать, что вообще происходит. Что сегодня компьютер – это, ну, такая очень мощная вещь, которая может тоже очень серьезно повлиять на личность, да, и даже на жизнь ребенка. То есть эти вещи должны тоже… В этом понимании интернет – это зло, скорее всего. Да, но это, знаете, на самом деле все же в мире дуально, все есть добро, есть зло в каждом проявлении. Но мы-то говорим о том, что родители должны контролировать, да, соответственно, где там ребенок зависает. И если родители, он действительно, вот сейчас, наверное, Светлана Олеговна расскажет, как заметить-то, что наконец-то у ребенка, да, как-то изменилось поведение, что он в группе риска. Вот, то есть, если родители это заметят и окажут необходимую помощь, то ребенок с легкостью пройдет вот эти все злые барьеры, да, и, соответственно, выйдет
неповрежденным, целым и уверенным в себе из этой ситуации. А простите, вот участие прокуратуры в этом вопросе, по этой теме? Да, мы также отслеживаем в сети интернет запрещенные деструктивные контенты. То есть в масштабах страны, еще хочу добавить вот к выступлению Ольги Валерьевны, что стало распространенным опасным явлением – это анимационные японские мультфильмы. То есть в России, да, были такие случаи, когда дети причиняли себе самоповреждение именно по мотивам вот этих мультфильмов. Поэтому родителям прежде всего тоже необходимо обратить внимание. Не все мультфильмы, но есть такие, которые в том числе и по искам прокуратуры, это не у нас в республике, это по стране, были признаны информацией запрещенной, распространение которой запрещено в Российской Федерации. Казана Олеговна, в вашем центре дети проходят реабилитацию. Расскажите, пожалуйста, об этом процессе и каковы в этом учреждении, на ваш взгляд, находятся вот дети, у них причины самоповреждения какие? При общении, может быть, они, может, какие-то тайны, секреты вам открывают? Да, прежде всего хочу сказать статистику, то, что в нашем центре за 6 месяцев пролечено у нас 86 детей. Из них у нас 13 детей пролежали с попытками суицида или суицидальными намерениями. То есть это словесные угрозы суицида, да. Я хочу там умереть, я хочу прыгнуть с высоты, например. Вот с такими проявлениями. Частые причины суицида – это у нас бывает неразделенная любовь, например, да, детско-родительские проблемы, конфликты, недопонимание, буллинги у нас в школе бывают. Дети же делятся по группам. Вот всякие разные причины. Вот основные причины у нас такие. Светлана Андреевна, может быть, мы все-таки для наших родителей расскажем, да, как определить, что вот поведение ребенка, да, хотя бы поподробнее. Ребенок под угрозой. Основные признаки у нас бывают, например, дети становятся грустными, да, они начинают уединяться, они выходят из своей комнаты, они слушают грустную музыку про неразделенную любовь. У них понижен аппетит, они становятся худощавыми или наоборот у них ожирение отмечается. Они сонливые, вялые. У некоторых детей бывает наоборот, они становятся агрессивными, да, начинают дружить с асоциальными детьми. И даже в интернете некоторые даже высказывания говорят. Они говорят: я никому не нужен, вы меня не любите, вы меня не понимаете. На все эти признаки родители должны заметить, и это должен быть звоночек для родителей. Если родители будут внимательными, то они сразу заметят. Вот ребенок не просто так, не сиюминутно уходит из жизни. У него предпосылки в поведении все равно есть. Заботливые родители, даже учителя заметят отклоняющиеся поведение. То есть он просит о помощи, вызывает внимание родителей. Изменяется в психическом состоянии. Все равно признак у подростка есть. А скажите, пожалуйста, имеют ли родители морально-этическое право следить за ребенком в такой ситуации, отслеживать, скажем так, телефон смотреть? Знаете, они не только имеют, они обязаны это делать, Мандер, мое личное мнение. Только потому что, вы понимаете, ребенок это не самостоятельный. Он может быть взрослым, у него может быть очень хорошее суждение. Тут не будет конфликта с интересом ребенка, если он это... Смотря как вы это сделаете. Все же дело в форме, так ведь? То есть если это будет деликатная, уважительная форма, то, соответственно, ни один ребенок возражать не будет. Но мы немножко не об этом говорим. Это, знаете, не тотальная слежка, мы не про это говорим. Мы говорим же про внимание. Вы понимаете? Внимание, это мы стоим сейчас 3 человека, да, и вы видите, какое у кого настроение, кто волнуется, кто не волнуется. И то же самое у каждого родителя. Он там вообще по телефонному звонку должен слышать, а что там с ребенком, да? Он вообще там в норме, да, по голосу. Только, то есть даже не общаясь, не видя его, он должен вообще понимать, что нормально у него, ненормально, или у него там слишком весело, да, непонятно почему. То есть это просто нормально родительское внимание к ребенку. Я еще, знаете, хотела бы обратить внимание на то, что
наша рабочая группа, да, расследует причины. И вот понимаете, самое интересное, что группа риска – это не те, которые живут в бедности, малоимущие. Это не те, которые не имеют каких-то там неприхожимого материального достатка. Сегодня группа лидеров – это лидеры и активисты. То есть это дети, которые, знаете, на виду, они участвуют во всех мероприятиях, у них способности, талант, они поют, пляшут, они участвуют в спортивных соревнованиях, понимаете? Но в конечном итоге при этом родители, они не получают от родителей вот должного внимания, понимания и любви. И вот это все, что они делают, да, но у них такая эмоциональная психика так построена, им нужно одобрение. Вы знаете, как творческие люди, да, это же немножко другой уровень психики, да, и дети такие вот творческие лидеры, им тоже нужно, чтобы кто-то постоянно наблюдал и подбадривал. То есть они должны находиться в зоне постоянного внимания. Если они этого не получают, они в какой-то момент, сейчас риски на каждом шагу. Вы знаете, не там, так там, где-то что-то зацепит. Либо телевидение, либо школа, либо двор, либо друзья, да, и они растут. И поэтому здесь очень важно, когда родители, вот как раз мы говорим, видят своего ребенка, да, и общаются. А что изменилось? Почему она грустная? Но если экзамены, как вы сказали, да, ну что убиваться-то? Ну понятно, что, знаете, люди, которые, как мы сейчас уже прошли все экзамены, мы же понимаем, что ну нет там этого риска, которую мы нагнетаем все. Но нет, его просто нет. И точно так же детям это просто нужно объяснять. И когда мы видим, что очень много суицидов, знаете, совершается из-за завышенных ожиданий родителей. Да, Сюзанна? Да. Это, вот представляете, то есть родитель, который, в принципе, хорошо давалась учеба, и, может быть, там хорошо дается еще что-то в жизни, она начинает это требовать с ребенка. Говорит, а что ты так плохо учишься? Ну вот ты посмотри, мы-то тут какие молодцы. Да мы все, наверное, проходили эти ошибки, да, то есть каждый, потому что никто не объяснял. Но у ребенка, он, понимаете, он может быть внешне похожим на родителей, он может походить там на бабушку, дедушку, да без разницы, но он никогда не будет в точности повторять, да, вот эти личностные, индивидуальные особенности у каждого человека разные. И родитель, он не понимает о том, что вот на сегодняшний момент, да, что ребенок, он не потому что притворяется, что он плохо учится, да потому что он не может, у него сфера интересов другая. И вот здесь очень важно, чтобы каждый родитель все-таки понимал, а каков его ребенок. Да? А чем он отличается? И для тех родителей, которые хотят лучше понимать, мы понимаем, что сегодня Министерство образования проводит психологические скрининги или тесты. Они проводятся 2 раза в год, март, октябрь. Каждый родитель может просто прийти в школу и сказать, покажите мне вот тесты моего ребенка. И знаете, они на самом деле, ну вот в нашей республике 70% тех, которые тесты выявили, да, они относятся к группе суицидального риска. В других регионах у всех по-разному, но вот у нас это в какой-то части совпадает. И там будет, вот, допустим, тревожность, вот она, допустим, агрессивность, вот она, там, допустим, гнев, заниженная самооценка и так далее. То есть там все эти признаки будут. И это неплохо, не хорошо, и это не психиатрия. Это просто личные, индивидуальные особенности ребенка, которые родитель должен знать. Спасибо. Ирина Петровна, какие меры принимаются надзорным органом, прокуратурой для снижения вот такой негативной статистики, динамики? Ну, действительно, соглашусь с Ольгой Валерьевной, что на данный момент ситуация вызывает тревожность в связи с тем, что дети из вполне благополучных, да, и достаточно обеспеченных, хороших семей, как Ольга Валерьевна сказала, лидеры, но в то же время попадаются и дети, которые состояли на учетах в органах системы профилактики. То есть, как я уже говорила, по каждому факту мы проводим проверку, да, и смотрим. Если это ребенок, например, из опекаемой семьи, то какая помощь, какая работа проводилась со стороны органа опеки с данной семьей, каким образом оказывалась поддержка семье на моменте, ну, воспитания, да, этого ребенка. Если ребенок состоял на учете в органах, например, уголовно-исполнительной системы или подразделения по делам несовершеннолетних, мы также смотрим, какая работа проводилась этими органами по исправлению поведения ребенка, да, значит, что с ним предпринималось. Также смотрим в первую очередь, если ребенок является учащимся образовательной организации, да, смотрим, участвовал ли он в психологических скринингах, которые проводятся образовательными организациями.
какая информация в дальнейшем и куда передавалась и по результатам этих скринингов. То есть образовательная организация, она в силу 120 федерального закона об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений совершеннолетних обязана выявлять детей, имеющих отклонения в поведении, да, имеющие трудности в освоении образовательных программ, и в дальнейшем уже направлять информацию в соответствующие органы профилактики для коррекции поведения конкретного данного ребенка. То есть, вот, например, в одном из районов за прошедший период, да, у нас было 2 завершенных факта самоповреждения и 2 попытки. Эти дети участвовали в психологических скринингах, но никаких тревожных не выявлено, да. То есть полностью полагаться на проведение этого психологического тестирования, я думаю, родителям не стоит. И как вот мы сегодня уже, да, с коллегами говорим, прежде всего необходимо иметь доверительные отношения со своим ребенком и замечать и изменяющееся его поведение. Помимо надзорных мероприятий, органами прокуратуры также принимаются меры координационного характера. Вот в связи с участившимися случаями, да, прокурором республики принято решение провести межведомственное совещание. Завтра у нас в прокуратуре республики проводится под председательством прокурора республики Александра Николаевича. Мы пригласили руководителей и представителей Следственного комитета, Министерства образования, Министерства труда, Министерства внутренних дел, Министерства общественной безопасности. Ольгу Валерьевну также пригласили как председателя, да, межведомственной рабочей группы. То есть, ну, иные организации ведомства. То есть завтра мы будем также детально выяснять по каждому факту, кто не дорабатывает, то есть какие меры необходимо нам принять, чтобы предотвратить дальнейшие факты самоповреждений и жестокого обращения в отношении детей. Маргарита, у вас есть добавить что-то по теме? Я бы хотела, знаете, может быть, передать слово Сазане Олеговне, потому что ее центр сегодня, да, я хочу сказать, не в каждом регионе есть центры психологического здоровья детей и подростков. Вот я, допустим, точно знаю, Иркутская область, там такого нет. Наша республика смогла создать. И бы очень хотелось, чтобы Сазана Олеговна сегодня рассказала нашим уважаемым телезрителям, как попасть на прием, как, может быть, проконсультироваться у психолога, да, что сделать в том случае, если есть какие-то опасения, что все-таки есть какое-то изменение в поведении. Спасибо, пожалуйста. Наш центр открылся у нас в октябре 2015 года. Как попасть к врачу-психиатру? Это очень просто. Например, какие-то проблемы у ребенка, вы можете даже ребенок сам может попасть. С 14 лет сам ребенок может попасть к врачу-психиатру или же записаться на прием к врачу-психиатру в удобное для вас время. Номер телефона 30015. Это номер нашей регистратуры. А также у нас работает врач-психотерапевт. Непосредственно к этому врачу-психотерапевту, минуя врача-психиатра, вы можете попасть, также записавшись по номеру телефона 30015. Как попасть к психологу? К психологу попасть тоже очень легко, но предварительно нужно попасть к врачу-психиатру, чтобы она оценила, да, вот это вот психологическое напряжение ребенка или родителя, например, да, то есть направить его к психологу надо или к психотерапевту, или это же психиатрия непосредственно, да, а потом врач уже посмотрит и направит к психологу на коррекцию или там на одноразовую беседу, да, или может быть там сенсорную комнату надо с ним позаниматься, с этим ребенком. Это все бесплатно? Это все бесплатно. Бесплатно. Мы работаем с 8 часов до 4:20. Также у нас при нашем центре есть стационарное отделение на 15 коек. Это у нас там лежат дети не с психическими заболеваниями, это непосредственно пограничные дети, да, например, с нарушением поведения, с бродяжничеством, да, суицидальными намерениями, или, например, вот после изнасилования дети, да, дети, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Также у нас есть дневной стационар на 2 койки. Вот. Спасибо. Светлана Олеговна рассказала, как можно связаться именно вот с психологической службой. Вот прокуратура и
ваше учреждение, Ольга Валерьевна, как можно связаться с вами, родителям, которые хотят, но не могут помочь? Посоветоваться им надо со специалистом. Давайте я добавлю еще, что помимо центра в школах работают школьные психологи. Вот это тоже, то есть не каждый родитель, да, особенно если экстренная ситуация, то может приехать в город и каким-то образом экстренная помощь. То есть в школах, да, есть школьные психологи. В районах есть комиссии по делам несовершеннолетних. То есть это орган, координирующий орган, который непосредственно поможет, да, должен скоординировать органы и указать родителю, куда ему необходимо в данной ситуации обратиться. У нас в каждом районе есть прокуратура. То есть приходите, если находите какое-то непонимание, да, в органах профилактики, либо необходима консультация, либо какая-то жалоба, заявление, приходите к районному прокурору, да, обращаетесь с соответствующей жалобой, заявлением, либо просто за консультацией. Также у нас есть в прокуратуре республики дежурный прокурор, он принимает ежедневно, в том числе и в выходные дни. То есть тоже можно непосредственно обратиться к нам. Мы в нашем эфире можем указать какой-то телефон? Именно по этой теме. У нас на сайте есть телефон. Дежурная часть. Есть у вас уже? Нет, у нас сотовый телефон дежурного прокурора. Мы потом это все регулируем. Можно еще, да, в завершение сказать, что, уважаемые родители, вот мы сегодня все здесь для того, чтобы просто немножечко вас, знаете, вот встрепенуть. Мы хотим просто все сказать, что вы не имеете права быть равнодушными. Не имеете права. Потому что, вы знаете, сегодня мы понимаем, что ребенок, вот мы, проводя много-много проверок, мы видим, школа может не заметить вот этих деструктивных изменений в личности ребенка, которые, к сожалению, произошли в его поведении. Но когда его не замечают родители, то есть, по сути дела, самые близкие люди, которым он доверяет на 100%, и мнение которых он всегда слушает, но это на самом деле это страшно. Это просто реально страшно. То есть ребенок, знаете, очень масса случаев, когда он оказывается один в этом мире со своими проблемами. И мы должны четко понимать, что такое вот суицидальная мысль о самоповреждении. Это вот то самое тоннельное сознание, да, как называют медики. Это когда человек видит только свою проблему. Он, к сожалению, не видит то, что происходит на периферии. Наступает конфликт сознания, и он не может найти правильного решения. Ну, из какой-то сложившейся ситуации. Каждый из нас эту ситуацию проходит. Но нормальный человек, да, он, соответственно, все-таки в какой-то момент включается, да, в пространство и ищет нормальное решение своих проблем. А есть такая психика, которая, к сожалению, не позволяет включиться и которой нужно просто помочь. И вот мы говорим как раз о таких случаях. Сейчас наступает время летних каникул, но достаточно много свободного времени, поэтому призываем вас, уважаемые родители, чтобы вы познакомились со своими детьми поближе, чтобы узнали вообще, чем они живут, чем в конце концов дышат, вообще что беспокоит, какие таланты и способности у них нет. Не забывали про то, что это самостоятельные личности, которых вы должны развивать. Не себя реализовывать в детях, а развивать детей и, соответственно, их способности и наклонности. И сейчас такое замечательное время как раз вот просто познакомиться и дать своему ребенку максимум внимания, тепла, уважения и любви. И хочу сказать, что, уважаемые родители, вы должны всегда помнить, что здоровье ваших детей и даже жизнь ваших детей в ваших руках. И про это никогда нельзя забывать. Нужно быть очень внимательным со своими детьми. Спасибо большое. Я еще хотела добавить то, что у нас еще есть телефон доверия, где могут дети обратиться анонимно и круглосуточно. Номер телефона вы все знаете, надеюсь, это 8 800 2122. Также у нас стационарный номер есть 60007. Психологи поддержат вас в любой ситуации, днем и ночью, круглосуточно. Вы можете звонить по этому номеру телефона, вам всегда помогут. На этом мы завершаем нашу программу. Спасибо нашим гостям за участие в передаче и полезную информацию. А зрителям за внимание. До встречи на телеканале ТУА-24. Всего вам хорошего. До свидания.